Бисмилля. Всем ассаламу алейкум рахматуллаху баракату. На связи Абрек Нугай. Есть один народ на Кавказе, который я безмерно люблю и уважаю. Во многих источниках европейских их называли рыцарями гор и французами Кавказа. Они имеют древнюю, богатую и очень трагичную судьбу, похожую на нашу нагайскую. Когда-то их предки влияли на политическую ситуацию Евразии, целых регионов и народов. Вы, наверное, уже поняли, о ком идет речь, и это речь о наших братьев адыга, черкесов. Вы, наверное, спросите, зачем я начал говорить про черкесов. Все потому, что я хочу в данном ролике рассказать вам о взаимоотношении между черкесами и нагайцами. Ведь наша история тесно переплетается, и можно даже с уверенностью сказать, что у нас два народа, но одна судьба и одна история. Для своей нагайской аудитории для начала я бы хотел рассказать вам, кто такие адыги. Адыги являются древним, автохтонным, коренным этносом на территории Северного Кавказа. Их язык относится к абхазо-адыгской языковой семье, кавказской семье, адыго-абхазской группе. Они являются потомками древних и очень воинственных миотов, зихов, косогов, киркетов, папагов и очень многих других племен и народов. Про них писали древнегреческие историки. Они были известны на весь мир. Сейчас у них 12 субэтносов. Многие, к сожалению, у них было больше субэтносов, но многие, к сожалению, во время русско-кавказской войны исчезли по тем или иным причинам. Это абадзехи, шапсуги, натухаевцы, мамхеги, махошевцы, кабардинцы, беслинеевцы и так далее. Достоверно известно, что одними из предков нугаев являются скифо-сарматские племена, асы, сираки и множество других. Так вот, протоадыгские и протонагайские племена на территории Северного Причерноморья и Западного Кавказа находились в очень долгих, тесных военно-политических и торгово-экономических отношениях. Эти народы совместно воевали против иноземных захватчиков, заключали браки между высшими сословиями. Э, Это что касается до нашей эры. И в целом до Золотой Орды. Наши предки и их предки тесно взаимодействовали. Также интересным фактом является то, что, как мы знаем, ногай являются суперэтносом, так как в нашем этногенезе э, поучаствовали очень много сотни племен народов. Согласно Пахимеру, византийскому историку 13 век, в этногенезе нагайцев также поучаствовали и зихи, как ни странно. Ну, как не то, что странно, как вот интересный факт. Во время Золотой Орды нам известно, что косоги, это черкесы, были военным спецназом в Золотой Орде. Также в столице Золотой Орды, Сарае, были черкесские кварталы. Черкесы жили тогда не только на Северном Кавказе, но и в Крыму, потому что в Крыму очень много черкесских топонимов. Про дружбу с черкесами воспевали наши нагайские средневековые поэты. Это был Шалкис Тыншаулы, который в 15 веке жил в районе Пятигорья. Он писал про гостя кабардинца, для которого не жалко голову черного барана нагайской породы. Также о дружбу с черкесами, о братстве воспевал и в 17 веке Кастуган Сюнишулы, Шеркешлермен Дос Болып. Кстати, вот интересный факт, что в многих источниках, к сожалению, нашего нагайского поэта Шалкииза и Кастугана называют казахами. Но, как мы знаем, что казахи никогда не встречались с черкесами, поэтому уже этим аргументом можно сказать, что они были нугаями. Ну, это и так известный факт, что Кастуган и Шалкиз были нугаями, но это как дополнительный аргумент, потому что казахи не соприкасались с черкесами.
Турецкий путешественник, историк Эвлия Чelebi в 17 веке писал в своей работе, что нагайцы Арсланбека, Арсланбека Спулатова, скорее всего, арсланбековские нагайцы составляют с черкесами, даже кое-где, в каких-то местах составляют с черкесами один народ. Нам известно, что в 16 веке на Северном Кавказе была борьба между огромными империями, между Московским княжеством, Османской империей, Персией. Также в этом участие принимали и Крымское ханство, в которое входил и Малый Ногай, Большая Ногайская Орда и Черкесия. В середине 16 века в Малой Кабарде жил Темрюк Идаров, кабардинский князь. В то время Ногайская Орда была разделена на два государства. Большая Ногайская Орда, Малая Ногайская Орда. Но их было больше, но я не буду сейчас тему затрагивать. И там шли партии между друг другом. Они воевали разные стороны. Прокрымская и прорусская, так скажем. Кабарда тоже была разделена на Большую Кабарду и Малую Кабарду. Малая Ногайская Орда на Северо-Западном Кавказе заключила военный союз Малый Ногай с Большой Кабардой, Большой Ногай с Малой Кабардой. Так вот, Темрюк Идарович, один из потомков Инала Великого, Светлого, чтобы противостоять своим внешним врагам, у него было 3 дочери. Он выдал свою старшую дочь Гушиней Марию Темрюковну за Ивана Грозного. Вторую дочь Малхуруб он выдал за Динахмеда, это нагайский бей, Динахмед сын Исмаил бия, племянник Юсуфа и, получается, двоюродный брат Сюмбике. Третью дочь Темрюк выдал за Бекбулата. Это был астраханский нагайский князь. Его сын Семен Бекбулатович впоследствии стал князем в Москве вместо Ивана Грозного. Так вот, противовес этому Гази бин Урак, основатель Малой Ногайской Орды, в середине 16 века женился на Казиб Шапшока, дочери Казиб Шапшока. Прошу прощения, что-то нос зачесался. Женился на дочери Газиб Шапшока. И эти две стороны воевали между собой. Большие Ногаи и Малая Кабарда против Малого Ногая и Большой Кабарды. Интересным фактом является то, что Темрюка Идаровича убили представители Малой Ногаи, так как они являлись противоборствующими сторонами. На одной стороне был Казиб Шапшоков вместе с Гази бин Ураком. На другой стороне был Темрюк и Большие Ногаи во главе Динахмеда, двоюродный брат Сюмбике и племянник Юсуфа, сын Исмаила бия. Вот. И Малые Ногаи, получается, убили противников своих братьев. Вот, что-то я запутался в своих мыслях. Темрюка убили Ногаи, в общем, в 1570 году. Также в истории известны совместные битвы Ногаев и черкесов. В начале 17 века на территорию Большого Ногая пришли ойраты. Это западные монголы, известные нами как калмыки. Из-за того, что Большая Ногайская Орда в то время была очень раздроблена, после чумы, после голода, после междоусобицы между Юсуфом и Исмаилом, они не смогли дать отпор и откочевали к Малым Ногаям на Северный Кавказ. Тогда объединенные силы ногаев и черкесов, по некоторым источникам еще, кабардинцы, ногаи, по некоторым источникам еще абазины, это называется Эльбурганская битва, в 1644 году столкнулись с вражеской силой в лице калмыков и разгромили последних. Тогда ногайский князь Арсланбек Каспулатов, как писал Эвлия Чelebi, они отрубили голову Хорлюку, калмыцкому тайше. И за это калмыки
заплатили 100 тысяч, 100 тысяч, но это не современные рубли. По-моему, 100 тысяч баранов, очень много, десятки тысяч лошадей выкупили тело своего калмыцкого тайши и дали обет, обещание черкесам, кабардинцам и нагайцам больше не идти на них войною. Это произошло в 1644 году. Битва кабардинцев, ногаев и против калмыков. Если перенестись на события 18 века, то в начале 18 века во главе Бахты-Гирея кубанские нагайцы, известные как кубанцы, и черкесы доходили вместе до Пензы, Перми, там называется Кубанский погром. Это было в 1717 году. Позже, во время Суворова в конце 18 века, когда мы знаем, в 1783 году, к сожалению, случилось трагическое событие, когда после подписания Екатерины II Кучук-Канаджирского мирного договора, по которому Крым, Тамань и Кубань присоединялись к Российской империи, все земли ногаев были без разрешения, без согласия ногаев были переданы Российской империи. Тогда нагайцы подняли восстание, и случилась трагичная история. Начало битвы на реке много восстаний было, потом резня у местечка Кирпичик и потом ухажерство ногаев. Так вот, кстати, интересный факт: в это время одним из пунктов было то, что ногаи признавались независимым народом, государством, и ни одна сторона не имела права вмешиваться в их дела. Тогда, в конце 18 века, кубанские нагайцы перешли за Кубань к черкесам. Согласно Потто, нагайцы и черкесы объединялись в это время и доходили совместно, нападали на очень многие укрепления, крепости, вели совместную борьбу. Также нам известно, что в 1765 году был такой нагайский герой Сокур Хаджи Карамурзин. Он вместе с нагайцами, кабардинцами осаждал Кизляр в 1765 году. В 19 веке, в 1825 году, когда Ермолов покорил Кабарду, черкесы и кабардинцы, не смирившись с этим, ушли на территорию к братьям-нагайцам кубанским, кабазинам, бессильнеевцам. Их называли беглые кабардинцы или хаджиреты, где они совместно потом продолжали борьбу против царской России. И история нагайцев и черкесов тесно переплетена и очень сильно связана. К сожалению, эта тема не изучается и требует дальнейшего изучения. Напоследок я хотел бы сказать, что черкесы и нагайцы имеют многотысячелетнюю, многовековую совместную историю, когда они совместно ходили в походы на другие государства, имели военно-политические и экономическо-торговые отношения. Кстати, интересный факт. Между двумя этими народами, адыгами и нагайцами, было аталычество, когда князья отдавали друг друга на воспитание своих детей. И это было очень сильно развито в то время между именно этими двумя народами. Также нам известно, что крымские ханы и нагайские мурзы воспитывались в Черкесии, черкесские князья воспитывались у нагайцев. В жилах многих нагайских правителей течет кабардинская черкесская кровь, текла. У того же Иштерекбия, который был потомком того самого Дина Ахмеда, у него мама была кабардинка. Вот, Иштерекбий жил в начале 17 века, в 1600... Нет, это годы его правления, 1600 по 1619 год. Его мама была кабардинка Малхуруб, дочь Темрюка. Он был, получается, внуком Темрюка и внуком Исмаилбия, сыном Дина Ахмеда и сыном Малхуруб. У многих известных нагайских правителей, мурс, биев, текла черкесская кровь. Также у адыгов, кабардинцев, черкесских правителей, у многих текла нагайская кровь. К примеру, доподлинно известно, что кабардинский герой
Доподлинно известно, что один из самых известных кабардинских черкесских героев, Адимиркан, был сыном нагайки. Его отцом был кабардинец, а мама была нагайкой, Адимиркан. И очень-очень много было совместных браков, военных походов. Даже я сейчас все это не вспомню, у меня... Но эта тема требует дополнительного изучения, отдельного, более подробного, детального. Иншаллах, напишем книгу про нагайско-черкесские взаимоотношения. Постараемся поподробнее раскрыть эту тему. Напоследок я хотел бы сказать, что поистине мы являемся братскими народами. Так давайте же сохранять и приумножать наше братство. Адыга вэй-вэй, ногалар алдыгам.